Друзья, всем привет! 6 августа на дворе 2026. Начинаю, ребят, разведки в лес по поводу грибов. В этом году, конечно, какая-то аномальная была история. В июле месяце выходили боровики. Ну, в общем, кто на канале, тот смотрел, видел походы. Свежих грибов мы ели, кушали. Ну, август месяц, ребята. Понятно, что только начало. Основная масса это будет в конце августа, начало сентября, плюс-минус. Ну, желание бешеное, ребят, прокатиться, погулять, посмотреть. Жара спала, в лесу хорошо. Сегодня ночью было плюс 5 всего. Такие дела. Ну, история не об этом, ребят. Информация вышла, что массово вышли лисички. Такой несуразный гриб. Я такие грибы, ребят, не люблю собирать. Ну, естественно, я пробовал, кушал. Очень вкусная тема со сметаной. Это прям достойно. Но, к сожалению, ребят, мои боры, они не богаты данным грибом. Вообще так, когда собираю боровиков или красноголовиков, 1-2 вижу там максимум. А кто в курсе, тот знает, лисички, они прям полянами растут, семьями. Ну, думаю, прокачусь, посмотрю. Может, соберу сковородочку. Да так, с вами пообщаюсь. На входе стояло 2 лисички. Одна огромная, прям такую даже я не видел никогда в жизни. И вот такая самая то ходовая. Вот, может, где-то что-то и найдем. Так что покатаюсь я на своем кормильце. Самое то. Ездить по борам. Я прям заехал в бор сегодня. Потому что знаю, что заходить там и смотреть грибов нету. Конкретно заехал, думаю, быстро прокручусь, поеду дальше. Прокручусь, поеду дальше. Ну, в общем, давайте попробуем, ребят, что-нибудь найти в плане лисичек. Никогда не занимался, не собирал эти грибы, потому что у нас их нету. Но в этом году все что-то по-другому. И видите, что происходит. Такие дела. Поехали. Данный, ребят, бор славится подосиновиком, красноголовиком. Здесь я очень много собираю грибов в этом бору. Именно красноголовиков. Ну, мы так называем их. Вот. Понятно, что это подосиновик, правильно. Поганочка какая-то. Вот. Ну, в целом, думаю, посмотрю. Может, и здесь вышли. Хотя, говорю, здесь я вообще никогда их не видел. Ну вот, где-то нашел. Такой несуразный гриб, ребят. Может, кто не знает. Ну, из-за своего цвета, наверное, так и прозвали. То, что он рыжий. Лисичка. Сестричка. Их очень хорошо видно. Они яркие. И растут семьями. Наверное, в том и не интерес, что... Ну, они... Опа. Сойки, ребят. Смотрите, вообще не боятся. Одна вон, вторая. О, что делает. Сойка. Грибы ест. Вон, третья. Когда-то целый выводок их. Вон, еще на дереве сидит. Вон, ребят. Это сойка. Бесполезная птица. Почему-то они должны сейчас кричать. А, видите, кормятся, даже не боятся. Офигеть. Охотники даже бывают, стреляют их на капканы. Ну и попадаются. Воровки они, короче. Приваду снимают. Так что так. Так, я понимаю, что нету. Надо переезжать. Вот.
Красноголовиков нету. Я почему заехал, думаю, посмотрю, может и красноголовики вышли. Все-таки дождик прошел. Хорошие дожди идут. Но тишина. Грибов вообще нет никаких. Но вот через неделю, ребят, все может измениться. И здесь будет просто поляна усеяна. Так, ну ладно, что. Вглубь бора не будем заходить. Наверное, буду крутиться и потихоньку возвращаться. Здесь неблагоприятное место для лисичек. Я даже особо и не знаю, какие места они любят. Ну, в данном бору точно их нету. Хотя в начале, еще раз говорю, вот стояли. Не знаю почему, ребят, когда захожу в бор, есть желание прям разговаривать, общаться, что-то делиться с вами новостями какими-то. В общем, ну что, август месяц, друзья. Лето пролетело незаметно, но его, в принципе, и не было. Сейчас не заметим, как осень настанет. А это все быстро. Ну, осенняя пора, ребят, самая любимая. Налим, грибы. Да вообще в целом люблю я больше такое время. Прохладно, когда. Так, ладно, все. Кручусь, ребят, выхожу. Маленьких красноголовиков нету. За одной лисичкой здесь ходить не вижу смысла. Выхожу, переезжаем в другой бор. Там, кстати, вот как раз и я их встречал. Частенько причем. Поехали. Как ни странно, красноголовик белый. Белый подосиновик, ребята. Такой уже крупный, конечно. Ну, посмотрим. Так, что он у нас тут? Слушайте, чистый. Ну да. Чистый такой. Смотрите, какая лисичка, ребят. Огромная. Наверное, она, скорее всего, червивая. А нет, чистая. Нормальная. Вот такая. Вот такие самые ходовые, по идее. Ладно. Короче, может, что и наскребем. Смотрите, там, ребят, вижу красноголовик. Может, и стоило бы пройти, конечно. И здесь красноголовик стоит. Да, такой вроде как ничего. Не сильный и огромный. О, какой. Сразу, видите, синеть начинает. Свойство такое у него. Вначале не было. Я думаю, да и ладно. Не стоит. Где-то я тут издалека. Вон стоит. Сдалека я прямо увидел оранжевую шляпку. Смотрите, да, нормальный такой, блин. Такой среднячок. Что делать, ребят? Возвращаться? Пройтись полностью? Блин, чистый, смотрите. Вообще норм. Вообще огонь. Так. Комарик грызет. Блин, надо походу вернуться. Все-таки пройти, ребята, я найду, может, там что еще кого.
Вначале просто не было, вообще ни намека. Блин, ну пойдем туда, что вернемся. Не знаю, может здесь просто такое место. Возвращаюсь. Решил, ребят, я пройти все-таки. Бор небольшой в целом. Если так относительно, как я обычно хожу, займет часа 2. Вот. Это так. Ну, грубо говоря, пролетел. Так, ну, данному грибу вот такого размера примерно 3 дня. Соответственно, возможно, мы еще найдем. Ладно. Как говорится, попробуем. С лисичками можно прогореть просто. А с красноголовиками-то уже здесь все должно быть четко. Так, ладно, я сейчас туда и туда. Шикарные локации, но пусто, нет ничего. Короче, обманчиво все было. К сожалению, с этой стороны нету. Ну как нету? Викторович, ну повнимательнее, что ты обманываешь людей? Стоит же. Смотрите, какой красавец, ребята. Блин, так я прошел целый угол, ничего не было. О, какой толстоногий. Ребята. Вот такие я обожаю собирать. Класс. Только хотел сказать, что зря пошел. Все, огонь, ребята. Классные. Вообще. Вот да, вот этот бор славится вот именно такими, ребят, толстыми, крепкими, шикарными. Чуете? Осенью пахнет. Уже даже лист, смотрю, сыпаться начал. Ну, местами. Целый угол прошел. Нет, нифига. Вот начал опять смещаться к той стороне, и вот стоит. Как ни странно. Блин. Ладно. Дальше. Погнали. Ну так, это баловство, конечно, ребят. Но, видите, мне кажется, летом все равно 1, 2, 3 гриб найдешь, когда они есть. Места, когда хорошие. Люди вот пишут, бывает, блин, какая красота у вас, как в сказке. У нас леса не такие, у нас буреломы. Ребята, у нас тоже это есть. Но данная локация — это бор. Почему здесь грибы и растут? Здесь, во-первых, ну, как в парке, да, попадает свет солнечный, туман. Вот, и они здесь растут, им здесь благоприятно. Если сместиться, вот, допустим, в чащу, она уже вот там. То бишь, если смотреть, как вам объяснить, ну не с космоса, но с квадрокоптера, да, или с самолета, то будет такая зелена, а это как типа как остров. Вот так вот. Так что если зайти туда в чащу, и ты там не найдешь ничего, допустим, а здесь да. А то они и бары. А то они, братцы, и бары. И каждый год, сколько себя помню, я здесь хожу и собираю домой грибы. Кушаем мы, заготавливаем, маринуем. Очень я люблю жареные. Да. Короче, зря я туда пошел.
за одного. Ну ладно, как говорится, волка-ноги кормят. О, смотрите, специально пошел к этому большому грибу, потому что, возможно, погребница будет стоять еще небольшой. Так и получилось. Вырос, уже все свое отстоял. И вот, ребятки, вот этому грибочку 2 денечка. Класс. Вот когда они пойдут, будем собирать вот только такие. Даже такие уже брать не будем. Только вот такой сорт, ребята. Я называю это первый сорт. Первый сорт, друзья. Каждый раз я повторяюсь, и все равно пишут мне люди, зачем ты вырываешь изверг. Там после тебя ничего не будет расти. Так, ну если, как говорится, интернет есть, нашли это видео, вот прямо сейчас сразу же загуглите в Яндексе просто, как правильно собирать грибы. Найдете ответ там. А я иду дальше. Красота, ребят. Дышится уже в лесу как нужно. Туманы, туманы, туманы. Для гриба, ребят, в первую очередь благоприятно это тепло, которое стояло летом, которое прогрело почву. Мох, ягель. Ягель очень хорошо держит влагу. Проливные дожди, которые дали, ну, это же тоже как понятно, что гриб это вообще как микроб, это что-то свое, это не растение, ребята. Но все равно нужна вода любому организму. Цветы, огурцы, кабачки и так далее. Но еще, ребята, какие факторы важны. Это темные ночи и туман. Вот еще какие нужны факторы. В августе у нас уже на севере Республики Коми обычно в августе начинает уже темнеть. А вы это видели, кто смотрел крайний ролик. Я стоял по лещу, ночки уже, дай бог, темные. Ну и туман. Вот. Все. Процесс запущен. Понеслась, как говорится. Какая-то связь. Тут не ловит. Вот на возвышенность поднялся, и вот смс-ка пришла. Вот. Как-то ну так. Ну, хожу повнимательно. Ну, вот сами видели, да? Один гриб на километр. Не знаю, показалось там за деревом. Или как будто шляпка стоит. Ха-ха. От меня никто не спрячется. Смотрите, ребят. Спрятался. Такой думает. Ни хрена. Че он там? Как он там? О. Ух, ух. Кабан крепкий. Хороший. Я что-то так хоп мельком. Что-то думаю, мелькнуло. А у меня уже все. Глаз-то настроен. Ох. Крепыш. Слышите, ребят? Вот так вот. Все. Хороший. Крепкий. В лес, ребят, вообще полезно ходить. Не только там гуляешь, да, кардио. А очень хорошо глаза прям. Потому что, ну, как фокус, да. То бишь ты смотришь далеко, близко. И разные цвета. Вот. Они вот прям, глаз у тебя так прям... Ну, я думаю, какая-то все равно гимнастика для глаз. Кто за компьютером работает. Допустим, кто вот, много времени проводит. Я тоже много времени за компьютером, ребят, провожу в плане монтажа. Вот, и, конечно, очень глаза болят, устают.
устают. Потом многие пишут, что типа в очках постоянно, тебе не стыдно. Солнце, снег, очень глаза страдают. И как бы, ну, прям устают. Вот очки одеваю, потому что щуришься постоянно. Здесь морщины, лицо и так страдает от солнца постоянно. Солнце очень убивает кожу, сами знаете. Ну, доказывать, объяснять, ну, что мне объяснять? Стыдно мне. Ну да, стыдно. Мне не стыдно. Главное, глаза беречь. Я не хочу к 40 годам очки одевать. Вот как-то ну так. Выхожу, ребятки, уже. И вот стоят подружки. Лисички, за которыми мы ехали. 4 штучки. На полянке. Все. Больше нету. Ну вот на входе, видите. Да. Вот все лисички, что и есть. Ладно, друзья, получается, с лисичками тут не важно. Ну, не зря прокутился. Сколько? Раз, два, три, четыре, пять, 6 штучек. 6 красноголовичков есть. Это уже жарешка, в принципе, для нашей семьи. Сковородочка. Ну, поедем в другой борик. Посмотрим там лис. Вот. Как бы там я их встречал. Ну что, погнали, ребята. Дороги здесь как основной нету. Здесь направление. На машине здесь не проедешь. А на мотоцикле, ребят, милое дело. Как и сказал, заехал я прям в бор. Чисто думаю, посмотрю. Тут у нас ручеек. Мосточек небольшой сделан. Мужики молодцы, сделали. Грязь не поедем, проползем здесь на тропиночке. Оп, тихо, аккуратно. Ну все, в общем, поехали, ребят. Тут недалеко.
Так, друзья, ну что, я переехал. Ну вот в этой локации я когда-то находил такие небольшие семейки. Не знаю, есть, нету, посмотрим. Что это у нас? Это у нас, ребят, не лисичка, да? Это что-то непонятное. Опять сойки там летают. Сойки. Они обычно так кричат. Что-то молчат. Вообще похрену им. Вообще похрену им. Чуть не наблюдаю я ничего. Когда-то я здесь, говорю, находил. Именно вот здесь. Может, внутрь зайти надо. Я их не собираю, я даже не знаю, как они растут. Где лучше их собирать. Но у нас почему-то с лисичками вообще тяжко. За столько времени, сколько я в лес хожу, здесь никогда их не собирал. Потому что их и нет. Что там сдалека, ребят? На дорогу уже вышел. По дороге иду. Сдалека что-то. Ну да. Лисичка же. Лисичка. Вот когда-то я говорю, вот именно вот в этих локациях, именно на зеленом вот этом мху находил. Вот они, ребята, видите? Семейка. Но это не семейка. Мало, конечно. Так бы полянка бы была усеяна, можно было бы собрать. Ну что, друзья, короче, нету нифига. Дальше в бор туда заходить не буду. Скорее всего, тоже там нету. Не растут они у нас почему-то. Я знаю, ребят, от дома километров 70 надо проехать. Вот так их там. Но это надо ехать по трассе. В общем, ехать на машине надо. Короче, ладно. Жареха есть, ребят. Штук десяток лисичек. 6 красноголовичков у нас. Крепких, хороших. Со свежей картошкой пожарим. Картошку уже копаем. Вкуснятина, ребят. Да, с сметаночкой, да, с зеленушечкой. А потом холодненькую еще с холодильника. Вообще вещь. Вот такая разведочка 6 августа, повторяюсь. Погулял, посмотрел. Для себя разведочку сделал. Через недельку повторим. Но уже близится, ребята, время. Что, до дому с вами не прощаюсь. Ручная работа подъехала. Я думаю, кто занимается такой промысловой рыбалкой, продольниками, перетягами, а деревенские меня смотрят, и я знаю, что они смотрят. Я знаю, что они рыбачат на такие снасти. Кому-то будет полезно. Вот, хочу показать обзорчик. Вот, так что домой, в деревню. Такие дела. Поехали.
Рыбацкий. Вот ты. Ой, какой красавец. Какой красавец. Рыбы хочешь? Рыбу хочешь? А рыбы нету? Эй, кабан. Ты кабан? Ты кабан? Кабан. Как же, ребят, летом хорошо в деревне. Нет, не летом даже, а вот ну, ближе к осени уже, когда на грядках все поспело. Огурчики, помидорчики, кабачочки, картошечка. Все свое. Ягодки какие-то домашние. Ну, в общем, осень такой у меня с детства, знаете, это постоянно вот запах жареных грибов, консервация там, что-то там мама там делала, ну, делает постоянно, да, в общем. Такие воспоминания у меня душевные с осени. В общем, такие дела. Ну что, как я обещал, ребят, распаковка. Хочу похвастаться. Ну, там пишут, что ты хвастаешься. Я не хвастаюсь, я показываю. Видеоблог о том-то и есть, что что-то надо показывать, рассказывать. Вот. Для кого-то, может, это не интересно, а для кого-то это польза, какая-то информация. Потому что, ну, как-то рыболовное братство у нас уже живет, процветает, слава богу. Погнали. В общем, ребят, начну, наверное, с истоков. Пишет мне Константин, так зовут зрители канала. Андрюха говорит, давно, говорит, смотрю тебя. Раньше, смотрю, рыбачил продольниками, переметами. Кто давно на канале видел, ребят, да, что ставлю продольник, перемет. Ставили на миногу. Ну, в последнее время перестал. Надо напарника, во-первых. Ну и, в общем, Костя пишет, говорит, Андрюх, я, говорит, как раз занимаюсь такими делами. Хотелось, говорит, тебе сделать продольничек. Попробуй, говорит, как я делаю. В общем, моей снасти попробуй порыбалить. Я говорю, о, я как раз задумывался вязать, потому что в прошлом году я ставил, у меня его украли. Вот. Костян написал, что типа как твои предпочтения. Я говорю, ну, крючков 20, не больше. У меня есть, говорит, готовый. Давай, говорит, я тебе его отправлю. А там уже сам посмотришь крючки, поводки и так далее. Ну, в общем, понеслась. Понятно, что парень вяжет, плетет. Все-таки это же надо все мастерить. Это, говорит, брелочек со шнура, ребят, прикольный. Кстати, плавающий, говорит, можешь, говорит, нацепить на чеку. В общем, ну, подарок брелок. Мелочь, а приятно, правильно? Не знаю, зачем положил он мне поводки. Именно, ну, на хищника. Ну, это, я так понимаю, если, ребят, хотите заниматься хищником, просто отцепляем, ставим железные, да, вот, и ловим хищника. Смотрю, тут вертлюги, наверное, скорее всего, заменены, очень большие. Ну, в общем, как-то так. Ну, в целом, в хозяйстве пригодится, также и на жерлице пойдет. Вот. Я так понял, это запасные поводки, ребята. Вот так они выглядят, смотрите. Такая вот поводочница самодельная. Застежка, термоусадка, леска 0,4, скорее всего. И вот такие крючки. Поводки не особо длинные. В общем, положил про запас 10 крючков. Вот так выглядит крючочек. Так выглядит поводочек. Вот. Видите, как сделано. Все по уму. Вот. Ну, крючки, да, крючки с длинным цевьем, но вот жало, конечно, чуть маловато. По мне. Так. Ну, в целом, запас. Так, ладно. Ну и, в общем, самое интересное, сам продольник, ребята. Он уже со шнура. Продольник, перемет. Кому как удобно называть. Смотрите. Ай-лялька, ребята. Вот такое мотовило сделано уже с проклейкой вот этого, да, как его. Не ПВХ, а, ну, вот эта губка. Типа как коврика. Скорее всего, это светоотражающая лента. Может, чтобы как-то ночью видно было. Ну, в общем, вот со шнура, ребята. Это конец или начало. Я также делаю. То бишь, когда мы будем заматывать в обратную сторону, он будет начало или конец. Узелок, все в термоусадочку, ребята. Вот такая застежка.
вертлюг серьезный, как и должен быть. Ну и в общем сам получается шнур. Костя писал, что могу делать из тонущего шнура, могу сделать из плавающего шнура. В общем, вот первый поводок, ребята. Их здесь 20. Вот такие бусины. Вот наша застежка, то бишь мы можем сейчас спокойно отцепить, зацепить. Вот, и зажимы свинцовые, то бишь у нас здесь уже идет огрузок. Вот идем дальше. Ну и в общем как-то так. И на исходе вот у нас будет получается тот же вертлюг с застежкой. В общем, я раньше как делал? Основная леска у нас была отдельно наматана, крючки цепляли отдельно, то бишь снимали. Но здесь видите, как проделано, ребят, грамотно. Раз, заматываем. Раз, зацепляем. Все, погнали дальше. Да, конечно, это нужен напарник. Здесь мы прицепляем к бутылке, грузу. Ну, круто сделано. Очень круто. Спору нету, ребят. Мне очень нравится. Единственное, что я говорю, он говорит, попробуй, если что, говорит, заменишь. Вот. Здесь получается, я бы поводок чуть-чуть удлинил. Я обычно делаю сантиметров на продольник 40-35. Это когда крупная рыба секется, чтобы подсачником было ее проще затянуть, потому что ты упираешься в шнур. Вот. Если, допустим, рыба заглотила, ты сакуешь и упираешься в основную леску, в данный момент шнур, и не очень удобно завести ее. Вот. Ну и крючочки. Как бы я бы по длине ничего не имею против, я бы немного больше для себя бы использовал. На миногу, конечно, пойдет, но в целом, возможно, на мирную рыбу, на какого-нибудь езя, там, кукурузина, там, что-то еще, изюм, я там знаю, ставят. Вот. Так что, ну, это понятно, это под себя я уже заменю там со временем. Пока, в принципе, все нормально. Попробую даже вот, как оно есть. Вот, ну, полностью разматывать, ребят, не буду, покажу уже на рыбалке. В этом году хочу попробовать. Вот. Костя занимается давно. В общем, какой хотите, ребят, какой хотите. Плавающий, тонущий, на мирную, на хищника, на морские рыбалки, я знаю, на камбалу там, на все, что вот угодно он делает. Классно, классно все сделано. Буду пробовать. Костяну огромное спасибо. Дождь пошел, ребят. В общем, как-то так. Раз, поводочки запасные. Ну и получается, вот мы просто отцепляем тот, ставим. Вот эти. Ох, нифига. Так они длинные, ребята. Они тут все по уму сделано. Вот что оно. Они здесь длинные. Ох ты, ничего себе. О, какие они. Я такие даже не видал. Я тут сантиметров 40, наверное. Вот оно, что Костян положил. А он мне писал, я его так и не понял. Да, все. Здесь все четко, ребят. Цепляем в бусину. Здесь двойничок, через жабры живец. Блин, класс. Поводки вообще такие классные. Костян, напиши, пожалуйста, где такие поводки нашел. Ребят, видали? Поводочки супер. Отлично. О, какие. Ну, это прям на трофее, на трофее. Ну и спасибо за брелок. Куда-нибудь по-любому на ключике, я не знаю. На чеку, наверное, зацеплю, да. Красота. В общем, друзья, ребят, кому интересно, кто занимается или кто хочет попробовать, кто не может сам связать, перемет, продольник, это вот перетяга, что-то с этим связано, не знаю, в общем, зимняя вот эта движуха, да, вот это все то же самое. Если хотите заказать информацию,
оставлю в описании в закрепленном комментарии. Костя работает на Авито, так что можно заказать в любой регион. Ну и также оставлю номер телефона для связи, может какой-то там Макс, не Макс. В общем, такие дела. Любой сложности, любой длины, 200 метров, 20 метров. Свои крючки, свои поводки. В общем, кто на что гораздо, в общем. И на морскую рыбалку, и плавающие шнуры, и тонущие. В общем, любой сложности. Ну, красота, ребят, согласитесь, лялька просто. Вот, самому сделать это можно, но это очень долго и нудно. Вот. Давно хотел себе хороший перемет, продольник. Вот, можно его и под лунки затягивать, и также летом. Ну вот, еще есть время. Осенью на налима обязательно позанимаюсь. Ну и сейчас вот хочу, пока вода еще особо не остыла, зарядить, постоять, попробовать. Вот. Так что такие дела. Все, давайте, ребят, на связи. Увидимся на рыбалке. Всем пока.